Сейчас мы давай сделаем начиночку внутрь, да, и его обязательно погладим гуся. Гуся обижать нельзя, Дуслар. Гуся надо погладить, погладить гуся. Мы его не только погладим, мы его еще очень вкусным таким соусом обмажем, да, чтобы он был такой у нас золотистый, красивый и вкусный. Румяный. Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире передача «Секреты татарской кухни». Сегодня с нами заслуженная артистка Республики Татарстан, популярная молодая певица, прекрасная красавица Гузель Уразова. Встречаем! Исянмы, Гузель, алярничек. Аллаха шукр. Я смотрю, подарочки вы принесли. С выходом вас, с выходом. Спасибо. Да. Я думаю, вот такие полотенчики вам здесь просто необходимы. Хороший наборчик для нашей кухни. Да, спасибо, Рахмет. Небольшие подарочки. Ну, а это музыкальные подарочки, я смотрю. Я думаю, на всех здесь хватит. Это наши диски десятилетние, в честь десятилетнего нашего юбилея. Здесь 100 песен. Сразу вопрос, кто на фотографии? Ильдар Хакимов. Кем ол Ильдар деген малай? Эй, Ильдар, білмейсіз білейінді кім Мен екен? білмеймін. Ильдар менің тұрмыш иптәшім, мой супруг по жизни, и мы поем на сцене уже вот более 10 лет. Итак, уважаемые друзья, прошу поаплодировать Спасибо. За эти подарки. Гузель Рахмет. Гузель Уразова – певица, заслуженная артистка Республики Татарстан. Родилась 8 января 1982 года в селе Барда, Бардымского района Пермского края. В 1999 году поступила на вокальное отделение Казанской государственной академии культуры и искусств. В 2000-м в Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. С 2002 года выступает на фестивалях «Татар-Жыры». Гузель является многократной обладательницей премии «Алтын Барс». 6 августа 2003 года Гузель Уразова вышла замуж за Ильдара Хакимова. Вскоре образовался театр песни «Гузель Ильдар». В 2009-м президент Республики Татарстан Шаймиев подписал указ о присвоении певице Гузель Уразовой почетного звания заслуженной артистки Республики Татарстан. В 2011 году Гузель открыла свое праздничное агентство «Малиновый щербет», а буквально на днях у Гузель вышла книга «Базикеу». Что же ты приготовил для нас? Чем будешь удивлять? Руслан, удивлять, конечно, я, наверное, не смогу, потому что я хочу сегодня приготовить гуся. Вот. И гуся, наверное, уже все готовили. Но я хочу сказать, что скоро Новый год, поэтому я так подумала, что все хозяюшки начнут этот прекрасный гусь захотят видеть у себя на столах. На столе. Вообще, ты знаешь, да? что гусь – это такое блюдо, которое на самом деле ставится в центр стола, собирается вот, вся семья, родственники, братья, и вот оно символизирует такой даже семейный большой ужин. Да, хочу сказать больше, что вот в прошлом году мы встречали Новый год у нас в новом доме, и я вот как раз сама готовила последний раз гуся в Новом году, так что сейчас посмотрим повторим, да? На твой талант приготовления гуся. Итак, вот он гусь, уважаемые друзья, очень красивый, большой, давайте поаплодируем. О, красота! И, естественно, у меня сразу вопрос, потому что телезрители, они все смотрят, учатся готовить. Вот гусь, какой он, только что из морозилки или вот только что Нет, вообще поняли, Руслан, что вы сделали? Есть уже, преподготовка какая-нибудь? Да, у него уже преподготовка была, так что мы сутки его уже отмачивали, значит, в воде в соленой, да, на 10 литров воды в ведре, да, допустим, если эмалированное ведро берешь, то килограмм соли туда нужно положить и его отмочить. Тогда то есть сутки он уже, примерно держим? Да, тогда он уже впитает в себя достаточное количество соли, и он уже будет готовый. Но только останется его. Да. Но сейчас вот чем мы займемся? Раз гусь у нас уже готов. Ну, сейчас мы давай сделаем начиночку внутрь, да, и его обязательно погладим гуся. Гуся обижать нельзя, Дуслар. Гуся надо погладить, погладить гуся. Мы его не только погладим, мы его еще очень вкусным таким соусом обмажем, да, чтобы он был такой у нас золотистый, красивый и вкусный. Румяный. Да. Итак, мы, уважаемые телезрители, переходим к начинке. То, что будет внутри нашего волшебного гуся. Итак, что нужно тебе, Гузель? Ну, давай самое такое традиционное наше. Давай туда положим картофель. Это эксклюзивная татарская начинка, Да. это картошка. Картошку положим. По-татарски барангушка. Барангушка. Итак, картошка как есть? хочешь. Положим чернослив Чернослив. для пикантности. Чернослив, да? это знаешь, как чернослив по-другому? Это будет немытая куряга. Немытая куряга – это есть чернослив, понимаешь? Ну, потому что черный. Я с тобой не спорю. Ага, и что еще нам потребуется? Так, и нам еще потребуются яблоки. Окей, яблоки. Сколько Гусь примерно? с яблоками. Гусь с яблоками. Да. Кстати, этого, ты знаешь, конечно, что есть такая красивая татарская традиция, которая называется коз эмесы. Это вот в давние времена
татары осенью, они вот все лето, можно сказать, выращивали гусей. Я хочу сказать, что в районных центрах, в районах и в деревнях эта традиция еще продолжается, да, Руслан? Поэтому нужно сказать, что это на самом деле очень красивая традиция, очень нужная даже, да, потому что гусь, он очень вкусный. А где его выращивают? Конечно же, в деревне. Куазымясы – праздник гусиного пера. В дословном переводе «гусиная помощь». Древний татарский праздник, когда в деревнях молодые люди и девушки за работой присматривались друг к другу. Куазымясы проводился в селах после того, как выпадает снег. По традиции в этот день заготавливали впрок гусиное мясо и щипали пух на подушки, которые шли на приданое невестам. Работа спорилась под разговоры, шутки, смех, любимые песни. Участие в этом празднике считалось престижным, почетным и желанным. Давай ты режь как вот, картошку. кругляшками, квадратиками или ромбиками, даже вот на одной передаче мы резали. Дольками? Давай я тебе покажу. Да, как. покажи мне, пожалуйста. Так, дольками делаем. Дольками. Бузель, вот такой вопрос. Этого будет, наверное, достаточно. В интернете, на твоем сайте, кстати, очень красивый, хороший сайт. Спасибо. Много информации про тебя. Я знаю, что в детстве ты очень сильно и с любовью занималась настольным теннисом. Даже 2 раза чемпионкой была у нас Гузель. Вот занимаешься этим? Остался у тебя вот в крови вот эта тяга к спорту, нет? Ну, как тебе сказать? Вообще, я очень люблю спорт, и сегодня им интересуюсь, да. Если бы у меня было столько времени уделить спорту, я бы, конечно, Была спортсменкой. наверное, может быть. Потому что в детстве я на самом деле не только что увлекалась, да, а хотела профессионально этим заниматься, но потом уже переосмыслила все и решила уже потом в Что другом направлении на самом себя деле попробовать. вокалистка приносит больше денег в семью. Да нет. Жерлап, матурда, Вот ты пьяшак была, ошибаешься, Руслан. вот ты Ну, правильно же ошибаешься, говорю? Руслан. Ну, ты, говорят правильно, но имеется в виду, что я в Казань-то приехала не артисткой быть. Вот в чем дело. Нет, я в Казань приехал тоже студентом быть, понимаешь? А сейчас вот на своей кухне А я с журналисткой тобой хотела готовим быть вообще. настоящего татарского гуся. Да. Ну и вот по поводу журналистики, да, у тебя была мечта, я знаю, стать журналисткой. Да, Представь, было такое дело, да. днем журналистка, вечером настольный теннис и ночью караоке песни поешь. Все можно совместить было Ну, на самом деле. красиво же, красиво. Но Ничего она не выбрала скажу. 20 концертов в месяц по всей России. Представляете, гастрольный Если тур у 20, себя. это хорошо, Руслан. Бывает больше. Яблоки у меня готовы. Яблоки у нас Для готовы начинки, с картошечкой, да. Я вот буквально сейчас последние штрихи. И все, всё. все у нас готово. Да, выливаем Продолжаем. воду. Что делаем с черносливом мы? С черносливом мы его просто сейчас... А где посуда? Дай мне посуду. Так, давай. Всё. Выкладываем. Ну что ж, продолжаем. Ты знаешь, Продолжаем. вот как человека, который уже 7 раз отдыхал в Турции, у меня вопрос. Я знаю, что в Турции тебя тоже знают, любят, и даже ты буквально там 2-3 года назад участвовал в конкурсе, пела турецкую песню. Правда это или нет? Ну, честно говоря, ты по-моему, все вычитал, да? Все Ну, знаешь. Естественно, естественно. Да, было такое дело, и причем я с радостью представляла нашу гордое имя нашего Татарстана. С турецкой песней. Ну, с турецким. Гордое имя ничего. Татарстана, я понимаю, потому что они Нет, татарскую песню-то не там понимают. они. говорили, что я из Казани, представительница из города Казани. Нас все там очень хорошо знают. У нас связи с Турцией очень хорошие же. А мы продолжаем готовить начинку для нашего гуся. И немного соли, я думаю, потребуется нам, да? Давай соль положим. И перец чуть-чуть, да? И перец. Да, чуть-чуть только. Чуть-чуть перчика. Так вот все это сыпем солью, заправляем. Отлично, отлично. Гузель, Мешаем. вот такой вопрос. Вот ты сейчас здесь популярная на сегодняшний день вокалистка, известная по всей России. Занимаешься вокалом, но я знаю, что у тебя есть 3 высших образования. Ты закончила 3 университета. Для чего? Вот для чего известные вокалистки вообще обучаться, заканчивать университеты? Расскажи, пожалуйста. Ну, во-первых, человек, который образован, он всегда интересен для общества. В общении. В общении интересен. И вообще образованных людей всегда везде уважают. Во-первых, у меня была цель получить образование в высшей музыкальной сфере, конечно, да, то, что я в первую очередь Это первый сделала. университет у тебя Да. был музыкальный. А потом уже все, что остальное я училась, это уже, чтобы и времени зря не убивать, и просто у меня было время уделить учебе Ну внимание. да, всему поэтому- свое время. Сейчас Да. у тебя 3 высших образования. Я Всё думаю, это все на достаточно. этом, да, уже?
Ну, Или это тоже еще есть какой-то у тебя приоритет? Нет, наверное, больше не нужно учиться. Это очень сложно на самом деле, так как вот совмещать гастроли, конечно, тяжело. Вот последний университет при президенте я закончила, и было уже сложнее его заканчивать, хотя мне вручили торжественный красный диплом. Да, но было сложно учиться, поэтому, наверное, на этом пока все. Ну, понятно, об учебе. Ну, что у нас сейчас? Переходим к нашему блюду. Что мы сейчас будем делать? У нас заправочка готова? Так, заправка готова. Теперь давай мы с тобой займемся соусом. Соусом? Да. Что требуется нам для этого? Нам нужен будет чеснок. Чеснок. Да? Записывайте, уважаемые телезрители. Ага, еще. Чеснок. Чуть-чуть майонеза нужно будет. Это майонез. Так, болды, да? пожалуйста, чесночок. Чесночок. Так, и аджика салабс. Аджика. Вот. Аджика. Аджика. Ну, она придает такой пикантности нашему блюду, да? Очень ароматная аджичка. Ну, Гузель, по просьбе всех телезрителей, вот все они смотрят на тебя, узнают, вспоминают твои любимые песни. Естественно, через меня, ведущего, передают просьбу. Ну, исполни нам хоть что-нибудь, хоть кусочек какого-нибудь хита. Самый не то что любимый, не мой, а вот наших телезрителей хит — это «Ғашық согласен», моя песня называется. «Храни мою любовь с любовью», как бы, да, перевод, наверное. И говорят же, чтобы сохранить любовь, во-первых, нужно любить, наверное, человека, да, и еще путь к сердцу мужчины находится через гуся и кухню. Ну и так, уважаемые друзья, поэтому сейчас у нас эксклюзивная песня от Гузели Уразовой. Поехали! Her yana kün tuğan sayın yaratasın mı deysin Eytirsin la seni güne Süyürünü bilmişsin Xuday birgen mehabet neşit Yatlardan yoklasın Ғашық ите алдың meni Ғашық етіп сақласын Xuday bergan mehabetni shit yotlardan yo'qlasin G'oshiq ite oldim meni g'oshiq etib saqlasin. Гузель Уразова, друзья! Браво! Браво, Бекзат Ахмед! Гузель, мы продолжаем узнавать интересные подробности про тебя. Вот такой вопрос. Гастроли у тебя, я знаю, вот в сентябре, в октябре вы с супругом ездили по Башкирии, по ближайшим городам. Да. Скоро у тебя в ноябре начинается Челябинск, Тюмень, то есть на север ты уезжаешь с гастролями. В январе у тебя Москва, Санкт-Петербург. Как вот, неужели? Казань 4 дня. Казань 4 дня. Неужели вот всегда полный концертный зал народа? Ну, знаешь, татар тілінде айтканда Аллаға шүкір дерге керек. Аллаға шүкір. Да, бүгінгі күнде біз енді мына 10 ел ишлейбіз, 10 лет работаем на сцене, и наш каждый телезритель об этом знает. То есть тот график, гастрольный график, который ты увидел на сайте, он, в принципе, не меняется каждый год, так как это уже все стабилизировалось. То есть есть стабильность уже, да? Мы чеснок сейчас будем еще. Будем давить чесночок. Давить, да. Понятно. А я буду сколько долек нам будет нужно примерно? Давай я буду как бы как настоящий мужчина. Да. Так, отлично. Ну, а у тебя есть вот, кроме Казани, естественно, ты здесь живешь, есть любимый город? Или, может, несколько, где вот тебе публика нравится, или сама архитектура, или просто город приятен тебе? Ты знаешь, честно говоря, самый любимый город мой до сих пор, в которого я влюбилась, и он живет всегда в моей душе, даже если я на гастролях, это Казань. Казань. Ну, это я даже не льщу, не говорю просто так, что я здесь живу, да. Просто дело в том, что когда у меня была возможность выбрать, куда мне уехать, да, в Уфу, в другой регион или в Казань, почему-то меня все время тянуло в Казань. Я даже сама не знаю, здесь у меня никого, конечно, и не было, и ни родственников, и ни друзей. Но факт, что вот какая-то душа вот эта наша татарская, вот, национальная, да, она, видимо, меня тянула. Итак, мы переходим к начинке. Прошу, Гузель, мы начинаем. Ну, скажи, пожалуйста, вот я знаю, что у вас в семье 3 детей, да? Ты самая старшая. Да. Вообще, вот какие традиции у тебя вот семейные? У вас все в семье готовят, мама вкусно готовит, бывает, что папа вкусно готовит. Расскажи, пожалуйста. Мама очень вкусно готовит, бабушка очень вкусно готовит. И причем с детства я вот у нас там, как сказать, печки у всех, да, большие печи такие. И мы в основном вот
в печке все там готовили. Ну, это такие вот старые Шанишки, все вот эти вот наши... костыбышечки, костыбы. зурбялешечки. Да, все. Треугольники. Но любимое у тебя вот какое блюдо из татарской кухни, вот самое вкусное, давай, с которой вот второе блюдо, например, какое? Ну, естественно, это гусь на первом месте, который мы не забываем гладить в течение всей передачи, чтобы он не обиделся. Да, чтобы он не обиделся. Потом мне нравится очень блюдо гувадия. Гувадия. Да. Моя бабушка и раньше его готовила, только чуть-чуть он у нас по-другому готовится, но факт, что вкус одинаковый. Вот. Но пока как раз такой интересный процесс у нас происходит. Вот он уже, я вот потереблю немножко, ему не больно, не думаешь, нет? Да нет уж, не больно, ты что? Друзья, интересно, кстати. Давай вот так вот я подержу. Вот именно пока у меня заняты руки и хорошее настроение, исполни песню про меня. Напоминаю, уважаемые телезрители, Гузель обещала спеть песню про меня. Talı talı, talı bükülüp tıra, talı talı, talı bükülüp tıra, talı bükülüp tırsa da Ruslan pişirip tıra. Talı bükülüp tırsa da Ruslan pişirip tıra. Гузель Уразова! Бек матур жырладың, рахмет. Действительно, Руслан Пашараптара, Руслан тебе помогает. Мы Тұтып жырламадым, ғафитерсің, все тұтып тұрайды. Так, здесь все готово. Все готово. И мы сейчас зашиваем, Зашиваем. завязываем. Давай завяжем, да. Итак, для этого нам потребуется ниточка. Итак, держи. какой тут узел у нас применяется? Морской, татарский, оригинальный? Ну давай какой-нибудь свойский узел. Ты здесь все сделай. прикрой, чтобы там ничего видно не было. Да, мы здесь, уже да? все прикрыли. Все прикрыли, да? Посмотрите, как Гузель своими красивыми, нежными руками справляется с гусем. Если я татарским. смогу, конечно, справиться. Так. Тяжело это сделать. Так. Вот так вот. Ну, завязали. Так, Какое отлично. же Ну это что ж, получилось? посмотрите, пожалуйста. Нет, все получилось очень красиво, с бантиком, Да. оригинально. Так, что мы сейчас гуся куда отправляем? Или мы сначала Давай соусом мы его? Соусом обмажем, и потом уже И в потом печку уже отправляем, в нашу да. чудо-печку. Итак, уважаемые телезрители, мы натираем специальным соусом, который мы приготовили, нашего волшебного гуся. Лучше, конечно, для того, чтобы тщательно все это пропиталось, Да, нужно руками. будет руками, да, лучше. Да, лучше руками. Сделать. Ну, а я с помощью вот этого устройства буду корректировать все это. Скажи мне, пожалуйста, Гузель, вот кухня, вот у нас здесь все-таки татарская кухня в Татарстане, но мне кажется, на севере особенно, или даже, может быть, в Петербурге, в другом конце России, вот у татар кухня отличается? Или какие-то, может, есть блюда татарские, которые здесь Блюда, у нас да. не приветствуют, или вообще мы не видели их? Блюда отличаются. Есть у них свои какие-то вот, которые раньше они делали, да? Потому что татары же тоже везде отличаются. И язык у них отличается, не то что блюда. Ну, все готово Хорошо здесь, да? обмазали, да. Итак, мы переходим к интересному моменту, помещаем нашего супер гуся в супер рукав своими руками. Так. Нашими руками. Нашими руками на передаче «Секреты татарской кухни». Так. Нужен нам противень. Сейчас мы сначала завяжем с двух сторон, Так, да? с двух сторон надо завязать Да, обязательно. Для того, чтобы весь сок... Чтобы гусь не убежал. Нет, чтобы ароматный был гусь. Чтобы аромат не убежал. Давай Итак, без масла. противень у нас есть, Да. пожалуйста. Размещаем нашу Ответственный гуся. момент. Да. Не думаешь, ему удобно? Все И красиво, всё? я думаю, да. Мотор болсын, тәмне болсын, мотор болсын. Ну что ж, Гузель, мы прощаемся с нашим гусем буквально на 2 часа и отправляем его в духовку. Под ваши аплодисменты на целых 2 часа мы помещаем его и Вот, отлично. скоро увидимся. Все, давай. А пока готовится наш волшебный гусь, пройдет где-то 2 часа, что мы сейчас чем займемся? Руслан, давай займемся сервировкой. Мне сейчас понадобится лимон. Так, лимон у нас есть. Лимон есть. Лимон будешь резать ты. Я буду резать яблоки. Яблоки. Яблоки нужны будут. Нам еще понадобятся ягоды. Кстати, у нас есть свежемороженые ягоды в нашем холодильнике Позис. И вообще все свои продукты мы доверяем холодильникам Позис. Уважаемые друзья, холодильники Позис. Особенность этого холодильника – электронный блок управления, зона свежести, энергоэффективность класса А, функция принудительной циркуляции воздуха, низкий уровень шума, современный дизайн и приемлемая цена. Холодильники Позис. Прекрасно. Так,
Я режу лимончик. Отлично. Гузель, вот расскажи, пожалуйста, в принципе, на мой взгляд, ты многого добилась, есть у тебя популярность, есть талант, а есть у тебя какие-то мечты, которые ты еще не осуществила? Ты знаешь, мечты всегда должны быть. Если человек не мечтает, он не живет сегодняшним днем, да? Человек... Вот я всегда мечтала. У нас даже в этом году вот 10-летняя программа юбилейная называется «Мечты нашей молодости», так переводится. «Яшлигам хаяла» называется, да? И мы там, конечно же, рассказываем не только о том, что мы мечтали там до того, как в Казань приехать, а вообще о мечтах, которые человек за всю свою жизнь проносит. Человек всегда должен мечтать и не бояться мечтать. Человек, который мечтает, все эти мечты, они реализовываются. Гузель Уразова, человек, который мечтает всегда. Это, конечно, я так думаю. Аплодисменты. Да. Желаю, чтобы все твои мечты сбывались. Спасибо. Вот интересно, смотри, как ты красиво ты как нарезаешь красиво яблочки. наш нарезал. Вы знаете, У нас- вот элемент такой есть. Давай. Раз, два, три. Яблочко. Опа. Зажгись. Вот так вот. Так, это мы как, вот такие вот у нас получается Давай. коронки из яблока. Да. Лимончик Дальше. как мы будем выкладывать здесь? Ты знаешь, давай уж вот так вот как-нибудь. Напоминаю, друзья, у нас идет сервировочка, куда мы поместим нашего гуся. Вот это вот красивый поднос. И мы как? Красиво получается, нет? Смотри, такие вот. Очень оригинально, вкусно. Причем свежие ягоды, они всегда полезны. Гусь, запеченный с картофелем, яблоками и черносливом. Гусь среднего размера – 1 тушка. Для начинки – яблоки 3 штуки, картофель 5 штук, чернослив 200 грамм. Для соуса – чеснок 3 дольки, аджика 2 столовые ложки, майонез 4 столовые ложки. Выпотрошенную тушку гуся замочили в холодной соленой воде на сутки из расчета 1 килограмм соли на 10 литров воды. Перед запеканием гуся обсушили. Гуся начинили очищенными нарезанными на половинки яблоками, картофелем и черносливом. Ножки связали, гуся натерли соусом из аджики, чеснока и майонеза, уложили в рукав для запекания и поставили в духовку, разогретую до 220 градусов, на 2 часа. Ну а сейчас мы посмотрим, готов ли наш гусь, и откроем нашу чудо-печь. Под ваши аплодисменты. Я сама хочу увидеть, что у нас там Вот получилось. такая красота. Я боюсь, если вот он лопнет, да? Да не лопнет он. Пойду поменяю брюки. А у меня банкет сегодня, доставай сама. Ой, вкусно пахнет. Так, вот такой прекрасный аромат. Осторожно, осторожно. Вот сейчас очередной секрет татарской кухни. Уважаемые телезрители, мы с вами увидим, что же там получилось. Кто же там? Все, готов у нас гусь, прекрасная сервировка. Но я знаю, что Гузель принесла сегодня с собой вот такие вот пампушечки. Для чего это? Это заранее для подготовила. подтанцовки? Ну, Нет? если тебе нравится, ты можешь Мне потанцевать. нравится, я могу потанцевать. Да, мне кажется, все-таки к гусю это больше подойдет, да? Давай мы вот это вот развяжем, то, что мы с тобой завязываем. Да, это называется, друзья, ботиночкалар. Да, То есть мы ботиночка. сейчас наденем красивые такие стильные ботиночки нашему Да. гусю. Ну, это для сервировки, Ботинки понятно, несъедобные, кстати, уважаемые друзья. Так, ну вот теперь точно красиво. Ну а сейчас мы попробуем наконец-таки этого вкусного гуся. Самый интересный, интригующий момент нашей передачи. Итак, Ой, пахнет вкусно, Руслан. прекрасный аромат, уважаемые телезрители, Это мне. обалденный. Итак, мне кусочек побольше, как мужчине, естественно. Итак, Пробуем внимание. на старт. Сначала ты. Жду 3 секунды, у нас такая традиция. Есть. Если гость программы улыбается и пытается сделать вид, что ему понравилось. Но сейчас мой профессиональный Аппетит. взгляд, аппетит решит твою судьбу. Пора заканчивать, я думаю, передачу, друзья. Потому что это очень вкусно. Очень мягкий получился у нас гусь. Ароматная картошечка. Друзья, Здорово. тебе большое спасибо за то, что ты нашим телезрителям раскрыл секрет приготовления самого настоящего татарского гуся. Мы рады тебя всегда видеть, успехов тебе в твоей карьере, пусть все твои мечты исполняются. С нами сегодня здесь, в программе «Секреты татарской кухни», была очаровательная, талантливая, заслуженная артистка Республики Татарстан Гузель Уразова. И ее ведущий Руслан. Руслан Шарафутдинов, уважаемые друзья, радости, любви. До новых встреч.